9, 10, 11. Это рекордное отжимание по количеству участников. К флешмобу присоединились 2017 курсантов и преподавателей Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Условия флешмоба – отжиматься 22 дня по 22 раза, снимать происходящее на видео и передавать эстафету другому – уже выполнили генералы Нацгвардии, пограничники и полицейские из разных городов Украины. Раз, два, три. А также министр культуры, председатель Верховной Рады, начальник Генштаба Украины и мэры городов, в том числе столичный. 22 отжимания для того, чтобы поддержать украинских воинов, которые возвращаются сейчас из зоны АТО. 1, 2, 3. 12, 13. 19, 20. В своих кабинетах или на улице, на палубе, в квартире или спортзале флешмоб поддержали еще спортсмены, волонтеры, журналисты, те, кто находится на передовой или уже вернулся. Все они хотят привлечь внимание к проблемам ветеранов АТО с адаптацией к мирной жизни. Грубо говоря, грубо очень. Он идет на войну с системой ценностей «Я хочу Ланос». Зеленого цвета, 1,5 объем. Он приходит после войны, и у него система ценностей «Я хочу жить в справедливой стране, я хочу просто жить, а не выживать». И он приходит в мир, система ценностей людей которых – это зеленый Ланос. Вот, и вот это вот проблема. Однако пик проявления посттравматического расстройства начинается только на 8-й год после полученной травмы. Поэтому Украине еще предстоит столкнуться с этим, говорит ветеран АТО Леонид. Обратить внимание, этот флешмоб призван, он выполняет свою функцию, он обращает внимание на проблему, которая есть. А решение этой проблемы уже зависит от тех людей, которые компетентны ее решать, от государства, которое должно создавать определенные программы и, наверное, даже департамент ветеранов, который бы занимался этой проблемой. Нередко для адаптации после войны нужна психологическая реабилитация. Такие государственные программы существуют, но они несовершенны, поэтому неэффективны и помогают далеко не всем, добавил военный психолог. Марина Ступак и Женя Педин. В настоящее время. Киев.